Международная конференция по защите родного языка и культуры уйгуров во время геноцида была организована Уйгурской академией в Анкаре. Конференция, которая продлится 3 дня, стартовала в субботу 8 июля 2023 года. Для участия в конференции приехало большое количество людей из разных уголков мира, в том числе ученые и исследователи, специализирующиеся на Китае и Восточном Туркестане, педагоги, преподающие уйгурский родной язык, и активисты, выступающие против геноцида уйгуров в Китае. В первый день конференции, состоящей из 4 сессий, обсуждалась текущая ситуация: геноцид уйгуров, разрушение идентичности и культуры, обсуждение с использованием доказательств, вызовы и возможности сохранения уйгурской культуры и языка в диаспоре, важность сохранения языка и метода образования в обучении уйгурскому языку. Около 30 исследователей представили презентации и ответили на вопросы аудитории и дискуссии по таким темам, как создание основы для транснационального сотрудничества по защите и сохранению родного языка и культуры уйгуров. Депутат Хорошей партии в Бурсе Сельчук Тюркаоглу потребовал создания подкомиссии по фактам в Восточном Туркестане в рамках комиссии по расследованию нарушений прав человека, членом которой он является. Тюркаоглу сказал: цель комиссии – расследование утверждения о том, что уйгурские турки обречены на бесчеловечные условия в регионе, будет заключаться в том, чтобы поделиться реальной информацией, которая была подтверждена с турецким и мировым общественным мнением. Министр финансов США Джанет Йеллен прибыла в Пекин с миссией по поиску точек соприкосновения между двумя странами. Джанет Йеллен приземлилась в Пекине в минувшие выходные для 4-дневной поездки, направленной на поиск точек соприкосновения, поскольку конкуренция с Китаем становится все более враждебной. Йеллен обсудила с китайскими официальными лицами важность ответственного управления двусторонними отношениями, прямого общения по проблемным областям и совместной работы над решением глобальных проблем. На саммите Шанхайской организации сотрудничества, организованном Индией в режиме онлайн, Иран стал 9-м членом организации. Иран, имеющий статус страны-наблюдателя, был принят в качестве полноправного члена. Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества, которая была создана в 2001 году под руководством России и Китая для уравновешивания экономического превосходства западных стран в мире и создания нового центра притяжения в качестве полноправного члена вчера. Центральный банк Китая штрафовал Ant Group, сервис интернет-платежей крупнейшего в стране гиганта электронной коммерции Alibaba, Alipay и связанные с ним активы за нарушение антимонопольного законодательства. Президент Украины Владимир Зеленский, завершивший свои программы в Стамбуле, куда приехал по приглашению президента Реджепа Таyyипа Эрдогана, покинул Турцию.